Грипп идет в весеннее наступление. Среди вирусных заболеваний это одно из самых распространенных. Передается воздушно-капельным путем. Во время пандемии коронавируса он был подавлен, но вернулся и с прошлого года достаточно активен, предостерегают врачи. Заразен в течение первых 3 дней от начала появления клиники. Инкубационный период составляет от 12 до 48 часов. Если же у нас грипп протекает без осложнений, то выделение возбудителя у нас проходит в течение 6-7 суток. В этом году активны два подтипа вируса гриппа А и Б. Восприимчивость к ним высокая, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Симптомами при гриппе являются, в первую очередь, это острое начало, это повышение температуры тела, в частности, характерна волнообразная лихорадка, и к концу первых суток температура при гриппе достигает 40 градусов по Цельсию. Также отмечается першение, боль в горле, отмечается дискомфорт при глотании, отмечается усиленное потоотделение, кашель. Изначально кашель у нас бывает сухой, и по мере интенсивности присоединения осложнений кашель бывает уже с мокротой, влажный. Вирус гриппа подавляет иммунные реакции организма, поэтому значительно снижается способность человека противостоять болезням. Главный способ борьбы с гриппом – профилактика. В первую очередь это тщательное и частое мытье рук, это дезинфекция гаджетов, потому что с гаджетами мы 24/7 вместе, на работе, везде, поэтому необходимо дезинфицировать. Также вакцина-профилактика при гриппе имеет место быть, имеет сезонное течение именно в осенне-зимний период, необходимо вакцинироваться от гриппа. По статистике, осложнения после ОРВИ случаются у каждого 4-го. Иммунитет ослаблен, к простуде присоединяется бактериальная инфекция, отит, гайморит и в худшем случае пневмония. При пневмонии в легких скапливается секрет. Он нарушает обмен кислорода. Отсюда одышка, затрудненное дыхание и температура около 38. Дальше кашель, мокрота, озноб и потливость по ночам. Только вы чувствуете, как я сказала, вышеперечисленные проявления, слабость, чувствуете, что при вдохе у вас какая-то стесненность, какая-то боль, то есть вдохнуть тяжело, и вы чувствуете, что вы вялый, что у вас плохой аппетит, и температура 37 выше, 37,8, а тем более, если выше 38, то есть уже это фебрильные цифры, то обязательно вызывайте. Если пациент не может выйти на дом, это обязательно вызовите врача-терапевта на дом. За январь месяц у нас уже есть 4 человека официально зарегистрированы, за февраль 1 человек. Но в основном сейчас идет, в отличие от когда была пандемия, сейчас идет бактериальная пневмония с односторонним поражением легких. Поэтому так важно пить как минимум 3 литра воды в сутки, чтобы избежать обезвоживания. При первых симптомах болезни нужно обратиться за помощью к врачам. Бесконтрольное самолечение приводит к тому, что привычные препараты перестают действовать. Ни в коем случае не начинать прием антибиотикотерапии, потому что более информативное, более действенное и эффективное лечение – это сдача мокроты, анализ на определение непосредственно самого возбудителя, чтобы мы смогли, для нас очень важно, методы лечения – это или бактериальные, или противовирусный препарат, в зависимости от возбудителя. И уже сдача анализа мокроты на определение чувствительности антибиотикам, чтобы в последующем пациент не ушел в более тяжелую степень поражения. Обезопасить себя от инфекции можно. Вакцинацию от пневмококковой инфекции сделают в ближайшей поликлинике совершенно бесплатно. Сейчас очень эффективная профилактика, это везде во всем мире, в том числе и в России, это проведение вакцинации. Это 23-валентная есть пневмококковая вакцина и 13-валентная. Они абсолютно безвредны, но они очень эффективны. По статистике видится, что вырабатывается резистентность 23-валентная, это более 23 возбудителей, которые могут вызвать воспалительный процесс, пневмонию, развитие пневмонии у пациента. А еще активный образ жизни, зарядка по утрам, прогулка на свежем воздухе и здоровое питание помогут укрепить иммунитет и защитить организм от вирусной атаки. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Шаухалов, Магас 24.